Привет, ребята. Наверное, сразу начну, ребят, с поздравлений всех женщин, девушек, дам, бабушек, мам, сестер. Короче, всех ребят, причастных с праздником. Сегодня 8 марта. Всех поздравляю. Желаю любви, здоровья, счастья. Больше тепла, наверное, какого-то теплого настроения в наше время. Чтобы больше улыбок было, чтобы радовали мужчины. Короче, всего самого хорошего. Я также с утра встал, поздравил своих девчонок, съездил к сестре и приехал в деревню, поздравил маму. В общем, всех своих девочек я поздравил. В общем, все как полагается. Сегодня, ребят, такой выезд у меня по рыбалке, пока я молчу, что-то неохота. Последний ролик, наверное, видели, что как бы бодался, катался, столько снега навалило. Катаешься, короче, тишина. У нас март месяц, ночью минус 25, а днем вот сейчас что-то 9-8 градусов мороза. Погода такая, не весенняя, настроение такое еще непонятное. Короче, последней рыбалки, ребят, топтал дорогу по реке. В общем, весь маршрут проходил. Естественно, буранки уже нету. Снега вообще навалило достойно. И он такой весь пыхлый. Летишь прям. За тобой такой клубок снега, просто труба. И заметил, ребят, сушину такую примыло. Недалеко от деревни, километра 4, наверное, по реке. Может 3 от дома. Наверное, 4 плюс-минус. Хорошая сушинка. Я так ее приметил. Она лежит, не заснеженная. Проезжал, когда по рыбалке, думаю, нифига себе. Что-то она мне так взглянулась. Я подъехал, посмотрел. Она вообще без сучков, чистенькая. Пили не хочу. И что-то так решил, думаю, попилякаю. На баню самое то пойдет. Тем более сегодня приехал, день потерянный уже. И так немножко убрался в гараже, там что-то там похимичил. Домой не поехал, выходной. Думаю, покатаюсь и повожу дрова, попилю. Хорошая тема, тем более у нас печное отопление, баня, дом. Дрова всегда нужны, дрова дорогие. Сейчас сезон заготовок дров. Мы уже один воз приготовили, раскололи. Вот, возможно, будем заказывать второй. А для бани самое такой обрыв. И вот я проходил и уходил вот туда, в сторону деревни. Деревня, кстати, уже виднеется. Вот первые дома. И вот здесь такой обрыв, ребята. И смотрите, какая сухарина лежит. Просто по красоте. Не знаю, сколько метров 15, наверное. Прям такая достойная. Четкая. Думаю, красота. Ее приметил так. Подъехал. Посмотрел, думаю, круто. Вон, сухая, ребят, смотрите. Без сучков. Вообще милое дело. Вон там начало, там уже конец. Кто-то пилил. И вот вон корень. Вот тебе, пожалуйста, целый куб дров, а то и больше. Здесь обрывисто. Здесь, кстати, приезжают. Здесь дорога есть. Машины проходят. До весны она не доживет. До летнего сезона рыбалки. Ее просто унесет. Вода подымется, соответственно. Так что я воспользуюсь этим моментом. Попилякаем. И заберем. Не знаю, тут сколько, ребят, будет чурок. Но будет нормально. Я взял 2 саней. Приготовил саночки. Вот дополнительные взял. Не знаю. Полные. Наверное, ходки 2, наверное, будут, друзья. Даже не знаю. Короче, давайте посмотрим.
Да, друзья, вообще отлично. Ну, видать, макушка была, когда рыбаки рыбачили, пилили. Вон даже есть спил недопиленный. Блин, хороший. Уже вон здесь, ребята, сантиметров 15-17. Чурка. Ну, комулю, понятно, она будет больше. Ну и сами смотрите, какая длина. И плюс тут подъезд такой нормальный. Тут сразу яма. Лед сразу вот здесь. Мне тут вообще удобно. Будет ее распилить, забрать. И вон такая хорошая. Без сучков вообще. Никаких заморочек. Будем пилякать. Вообще огонь. Снега, правда, до хрена. Буранки нету, не натоптана. Первую ходку, наверное, сделаю. Так, борщить не буду. Посмотрю, как будет выглядеть. Плюс подъем там будет один с реки. Вообще вывезу, не вывезу я. Так что давайте взглянем на все это дело. Ну и приятное с полезным. Хорошая тема. На баню пойдет, ребят. На баню, на гараж. В гараж буду устанавливать печку в этом сезоне. Так что и на гараж теперь нужны дрова. Нормал. Так, я взял топор. На всякий случай, мало ли, раскалывать. Блин, у меня тут еще бак, наверное, даже чуть-чуть больше. Ну и полный бак на пиле. Блин, должно хватить. Это последний бензин. Надо опять затарить. Дома поменял цепочку. 3 цепочки, ребята, у меня вот 2 затачиваю, отдаю. Одна на ходу. Но уже такие тоже уже точить почти ничего не осталось. Надо менять. Штиль АМС-180, ребят. Вот такой ходовой у меня и для рыбалки, и для дома. Для леса, понятно, как бы заготовка дров это маловат будет. 250 хотя бы нужен. А для дома, для стройки вообще так что-нибудь вообще в огонь. Безотказная пила. Сейчас у меня поломка здесь была, у меня там ручка сломалась. Ну это там мелочи жизни. Короче, нормально. Так, потихоньку буду чистить. И потихоньку пилить. Чем мы тут одну распилим. Подсосик. Главное, сапоги, ребятки, попилить. Да, дровишки огонь, ребят. Вообще красота. Вот так потихоньку пойду. Здесь уже на подъеме она была. Там-то на корне надо было там срезать. Закусила, короче, пилу. Сейчас топор хорошо взял. Сейчас отобьем. Примерзал, блин. А?
Фу, ребят, не все так просто, как хотелось бы. Халявы, короче, не будет. Ну, положил, все. Там аккурат сделал, запил, чтобы не зажало шину. Потому что, ну, зажмет все, тут столько веса. Хрен ты отдерешь. Нужно будет вторую пилу, чтобы отпилить, потом достать. Или домкрат какой-то. Ладно, это мелочи жизни. Я уронил. Можно кромсать. Сейчас смело. Но зараза, она снизу, ребят, вся в грязи. И вот здесь, наверное, где-то или здесь уже я зацепил. Потом эту штуку перевернул. Она грязная. Ну, тут еще она нормально чистая была. Пила пилила. А тут уже зацепил грязь. Короче, плохо пилит. Но у меня есть запасная. В аккурат. Сейчас попробую. Если толку не будет, поменяю. Нафиг. И уже спокойно. Потому что на тупой пиле весь бензин спалю, а понту не будет. Что-то и бензина-то толком нет у меня. Ладно. Давайте покромсаем. Вроде как получается. Вот видите, ребята, она снизу тоже такая грязноватая. А много и не надо. Много и не надо. Вот здесь в аккурат запил, сделал. И все. Ну уже такая стружка мелкая идет, уже не пилит. Короче, решил я поменять, ребят, но хрень полная. Да, надо цепочку взять новую. Потому что тут уже затачивать на вот этой нечего. Пилишь, а понту нету. Поменяем. Не знаю, хватит, не хватит меня. Так. Та-та-та-та-та. Так, что тут у нас? В каком состоянии это у нас цепочка? Ну, здесь еще, ребят, более-менее. Это вот тогда, вот эта черная, это у меня, ну, как одна из свежих, так скажем. Одна из свежих. Тут вон хоть зуб есть. Но, опять же, поправляешь, как бы, цепочку. Все равно не та заточка, конечно, которая должна быть. Как бы подправил. Да, ну... Не такой эффект. Она не так держит, конечно, как, ну, допустим, новая. Ладно, ребят, что ставлю. Кофе попьем, наверное, и продолжим. Подзаправимся сразу. Что тут у нас осталось-то? Блин, да, что-то я решил. Бензина-то, смотрю, у меня уже вообще нету. Про запас. Да, блин, ё-моё. Не знаю, ходку если сделаю. Если не влезет, то соседа возьму. Что тут стакан нужен, блин. Потом привезем. Ну и масло, естественно, в редуктор. Тут, ребят, любое лью. Просто покупаю вон самое дешевое. Трансмиссионное. Ну, трансмиссионное сюда, конечно, нежелательно. Она слишком вязкая. Какую-нибудь тут даже отработку льет. Ни хрена страшного. Трансмиссионное просто на морозе постывает. Такое более жидкое надо. Так, ладно, так, погнали. Ну что, как тут у нас цепочка? Нормальная, нет? Снега, конечно, блин, до хрена.
просто возле Комуля по самую шину, видите, еле хватает, слишком толстая. Короче, погнали. Перекур, ребята. Что, сушинку пильнул. Там осталось, ну там грязная. Топором почищу. Распилю. Опа, стоять. Смоляк хороший, вообще не гнилая. А вот это я не знаю, ребят. Ну можно с двух сторон как бы. Потому что не хватает пилы. Шины длины. Тут в аккурат уже целиком, если с двух сторон. Ну раз, два, три, четыре, пять. 5-6 чурбанов, но там такие. Короче, бензин нормально хватило. Грубо говоря, вот 15 метров распилил сухой. Ну что там, 2 бака. Грамм сколько там, не знаю. 70 грамм бак там сколько? 100 грамм. Бензина потратил, у меня он больше половины еще осталось. Ну, короче, экономичная пила, вообще хорошо. То, что нужно. Да, главное цепочка вот. Но хватает вот немножко песка, немножко камушка поймать и все. Блин, круто. А, кстати, проезжал, видели, ребята, палатка, там молодежь что-то гуляет, машут там. Короче, на пикник, что ли, выехали на речку. Блин, красота. Ну, с хорошей цепочкой милое дело. И там давить не надо, она сама идет. Это вот 180-й, друзья.
А вот 250 там вообще оборотистый, там. Я 360 каким-то там пилил, помню. Там валочный, там такой зверь. Там просто держи его, понял, он сам просто там давит. Там уже цепочка там уже максимум тупая будет. Он все равно рвет, потому что обороты, короче. Ну там, да, там такая уже машина. Ну, а так вот для походов, блин, самый класс. Вообще вечная пила. Безотказная. Ладно, так, что там сейчас дочистим. Посмотрим. Ну, бензин что добью, там уже сколько остатки. Это тоже надо, не знаю, влезет, не влезет. Ну, пару ходок сделаем, хрен с ним, что. Посмотрим. Первую ходку так посмотрим. Потянет, не потянет. Снега до хрена, ребят, вообще до хрена. Это туда. Скидываю сразу. Плотная, тяжелая. Ну, не такая сказать, что легкая. Плотненькая. Не знаю, сколько влезет. Сейчас глянем. Так, ну что, забираем. Товар забираем. Забираем. Может, что-то колоть придется, потому что, видите, промежуток какой остается. Не хотелось бы, конечно, чтобы этот промежуток или что, или сюда по центру, как лучше это сделать. А посмотрим. Так, ребят, ну что, блин, в принципе нормально забрал. Можно, конечно, и в модуль погрузить. Там у меня осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Ну вот эту еще допилим. Так что, наверное, вторая ходка нужна будет. Короче, вот так, ребята. Первые сани и вторые. Попробуем вздернуть. Блин, снега до хрена, буранка такая. Короче, погнали. Приеду еще недалеко. Херня.
ребята. Тянем нормально. Потихоньку. Газовать не буду. Ну, свежая буранка моя. Потихоньку потащим. Тяжело чувствуется, конечно. Типа такие большие, тяжелые, широкие. Короче, потихоньку погнали до деревни. Так, ребята, ну что, подхожу к деревне, подъем. Блин, тяжелые сани, очень тяжелые. Боюсь, наверное, не возьму, ребята. Не возьму. Давай, родной, бляха. Давай. Да ладно, вы понял. Вот эта 600-очка, ребята, делает вещи. Блин, думал, не возьму. Тяжесть очень тяжелая. Охренеть. Похрену затащил, блин. Так, ну что, первая ходочка есть. Нормально вывез, спокойно. Тяжеловато, да, базара ноль. Буранки нету, снега много. Но прет, похрену, и в подъем поднялся. Так что, короче, погнали. А у тебя есть мечта? Фига, водичку доланул. Угу. Есть водичка немножко. Так, ну что, ребятки, добрался. Вторую ходочку сейчас очканем. И будет по красоте. Так, ну что, допилим. Сколько сможем, заберем. О, уже стыло. Уже стыло.
Это чурбачки. Так, чурбачки. Фух. Ну все, ребятки, все забрал почти полностью. Там вот 3 чурки, ну, не пиленные, которые они в глине лежали в обриве. Короче, не стал их пилить. И топором не счищается. Что-то примерзло сильно. Нафиг, цепь только испорчу. А так вот под корень, ребят, почти под корень забрал. Все, тут уже такие огромные. Ну, короче, 2 саней опять полный получилось. Шикарно, шикарно, мне кажется. Неплохо. Вот так пару ходок сделать. Ну, я имею в виду еще. И вот так дров вообще на баню. За глаза. Домой такие дрова не используем. Береза, осина. Так как колодезная система. Кто понимает, тот понимает. Ну, а баня все-таки это буржуйка, железная печка. Там прямоток. Там такого нету. А такими домашнее отопление нежелательно. Вот как-то так. Ну что, мне кажется, нормально пойдет. Давайте, ребят, кофе и до дому. Вылетаем. Да, блин, хорошая сушинка, хорошая. Дров будет достаточно. Ну все, ребята, дома. Вот такая кучка получилась у нас. Вообще отлично. Ну, чтобы вы понимали, целая чурка — это целая охапка дров. Вот так, за глаза. Отлично. Отлично поработали. Недалеко. Весной бы также ее утащило, бы унесло. А так вот. Хорошие дрова на нашу баньку париться. Такое видео небольшое, ребята, по катушке. Тафалар тащит, блин, вон полные 2 саней вообще вывозит, вообще в легкую. Красота. Все, ребятки, давайте всех еще раз, женщин, с праздником, здоровья, счастья. Ну и мужики, берегите женщин, сами знаете, без них тоже плохо. Давай, братва, я домой. У нас застолье небольшое, семейное, так что всем пока, увидимся скоро на рыбалочку.